Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в селе Выльгард. Денис. Здравствуйте. Александр. И этот ролик будет посвящен внешней отделке дома. Мы сделали отделку дома с сайдингом, отделку с утеплением. Давай, Денис, покажем ту красоту, которую мы создали буквально за 2 недели. Значит, мы сделали здесь плавающий каркас из бруска 50 на 50. Дальше мы сделали утепление 50 миллиметров базальтовой ваты, плюс перекрестное утепление еще 50 миллиметров. В общей сумме 100 миллиметров утеплителя у нас здесь. Да. Дальше у нас идет пленка. Мембрана, вон даже видно, что она тут у нас проклеена. Это клейка. Все проклеено. Все четко. Дальше, потом, после этого, мы выставляем брусок строго по уровню, вертикально. Ну и дальше монтируем сайдинг. Брусок у нас нужен как каркас для монтажа сайдинга. Угу. Ну, вот тут можно увидеть, как мы смонтировали, какие мы тут нарезали в углах штучки тоненькие, для того, чтобы уголок у нас, ну, вровень с толщиной сайдинга у нас вот такая вот реечка. Да-да-да, видно, что толщина сайдинга вот идет с мизинец, да? И вы вводили, чтобы вот все было идеально. Вот такие мелочи. Для того, чтобы можно было прикрутиться и не заминало сильно металл. Угу. Круто. Все это все напиливается, просверливается, прикручивается. Ага. Если не просверлить, это лопнет. Она толщина маленькая. То есть это такая прям тонкость, нюанс. Я обращу еще внимание на шубку, на курточку, да, дома. Это, можно сказать, синтепоновая курточка такая, почти, да? Внутри идет утеплитель и ветрозащитная мембрана. То есть она необходима для того, чтобы при сильном ветре не выдувало то тепло, которое сохраняет данный утеплитель. То есть такая мощная курточка. У нас такая двойная защита. Да, получается. еще сайдинг получается. Да, тут и вода не проникает сквозь эту курточку. Да. Она еще и от воды. Можно даже, в принципе, взять керхер и поливать тут, не бояться. Это, между прочим, фасад. Практика такая. Кстати, да, что со временем, лет через 5, уже потихонечку запылится это все. Запылится. И можно смело, я понимаю, что цвет такой практичный, но тем не менее, даже если запылится, можно смело брать керхер, и вода не проникнет в утеплитель, его не будет разрушать. Тоже очень продуманная технология. Да, то есть можно не бояться попадения воды даже. Обшили фасад сайдингом. Все прекрасно. За нами еще осталась цокольная часть и терраса. Но это уже следующим этапом. Ну, у нас запланировано следующим этапом. Еще прошу оценить. Тут тонкости, просто надо декоративно обратить внимание. Это оконные проемы, насколько мы красиво обрамили, да, и насколько декоративно подшили софитную часть, по карнизной части. Ну и все угловые соединения, все вот эти планочки декоративные, все подрезки. Вот на это надо обращать внимание. Там аккуратно, еще не застыл силикон, возможно, в углах. Вот и про силикон тоже. Молодец, что сказал, что некоторые не делают. И вода потом между самое интересное, это самое интересное. У нас отлив, вот этот отлив, внутри под этим углом, он загнутый вот так. Ну, то есть для того, чтобы у нас, никак не могло там, вот он, вот видно, вон в уголке, видно, что он загнутый. Я вижу. Водичка, она никак не пройдет. Даже если видно, там разрушится силикон. Приподнято, видите? Угу. Это же ручная работа. Да, там гибко это все, загибается. Все, что навесное видите, это сделано тоже нашими руками. Этот навес, козырек, скворечник, камера, видеонаблюдение. Даже вот окна, например, у нас закручены где-то, да, только в те места, которые имеют движение в эту сторону. То есть, если вот здесь мы к сайдингу прицепились, здесь у нас есть свободное. Сначала проверяем, есть там ход свободный. Это потом закручиваем. Иначе оно потом волной пойдет. Что как создан, смонтирован фасад, все аккуратно, четко, все планочки аккуратно установлены. Ни перегибов, ни загибов, ни заломов, нигде, ни по фасаду, ни по декоративным элементам. Сейчас жара, и сейчас это... Да, было бы видно. Расширяется. Да, вот это сейчас расширяется. И любой вот этот нюанс, неправильно закрученный сайдинг, плотно, саморез закрученный, он бы сейчас сразу выдал все нюансы эти. Окей. Показал бы всю кривизну. Красиво. Так вот. Заказчики были уже, они смотрели, им все понравилось. Единственное, что они не видели окончательный результат по окнам еще, но в принципе им все
все было прям очень. Дорогие друзья, если вам необходимо обшить фасад сайдингом, будем рады проконсультировать вас и сделать для вас смету. Вы приценитесь. Встречаемся на консультации. Пока-пока. Пока-пока. До встречи.